Вас приветствует подкаст «Кактус Медиа», и говорим мы сегодня о важных, интересных вещах, которые касаются каждого кыргызстанца. Многих потрясла история семьи Асель, которая сейчас находится в больнице и которая находится там благодаря своему бывшему мужу, который отрезал ей уши и нос. И истории семейного насилия, к сожалению, для Кыргызстана не являются редкостью. Как с этим бороться, как избежать, что должно делать государство, что делать должно гражданское общество, а также что должны делать сами люди для того, чтобы не допускать, предотвращать эту страшную историю семейное насилие в отношении женщин и детей. Мы будем говорить со специалистами общественного объединения «Гражданские союзы. Реформа. Результат». Это Тимур Шайхудинов и Анна Зубенко. Спасибо большое за то, что вы пришли к нам на эфир. Беседовать мы будем сегодня, я думаю, для того, чтобы получить какие-то действительно важные выводы во всей этой истории. Мы сейчас не будем никого судить, мы просто попытаемся понять, почему у нас в Кыргызстане, кстати, к сожалению, такое происходит, как этого избежать и как помочь этим всем людям. Ну, самое главное, есть ли вообще у кыргызстанцев настоящая статистика по семейному насилию? Анна, вот к вам такой вопрос. К сожалению, официальная статистика не отражает того ужаса, который происходит, потому что большинство пострадавших не обращаются в милицию, а если обращаются, то часто сталкиваются с victim-blaming, так называемым, да, когда их самих обвиняют в том, что происходит, их отговаривают подавать заявление, их уговаривают помириться с насильником. И это запускает такую цепную реакцию, потому что даже обратившаяся женщина, которая понимает, что ей не оказывают помощь, она в следующий раз уже не пойдет, и, соответственно, в статистике такие факты уже отражаться не будут. Потому что она знает, что она не получит она уже поддержки, не получит. И более того, она столкнется с давлением, с осуждением и с такими стрессовыми ситуациями, которые на нее будет давить и общество, и родственники. И поэтому нельзя осуждать женщин, которые не заявляют сразу о таких вещах, потому что это очень тяжело, и им приходится сталкиваться с большим количеством давления, прессинга со всех сторон. Почему, вот, Тимур, вопрос к вам, милиция предпочитает не давать полную статистику, не принимать заявления о том, как говорит Анна? С какой целью они это делают? Много причин. Есть такое понятие, старое еще с советских времен, палочная система оценки, когда сотрудника и целые подразделения оценивают на основе раскрытых преступлений, которые переданы в суд. Соответственно, если есть большая вероятность с точки зрения милиционера, что дело до суда не дойдет, например, они могут беспокоиться, что пострадавшая отзовет заявление свое. Им становится невыгодно эти заявления брать. В результате такой порочный круг сформировался, когда люди не идут, с одной стороны, с другой стороны, даже если идут, у них эти заявления могут не взять. А если даже возьмут, сотрудник может даже попытаться переубедить пострадавшую, не писать заявление. И даже есть случаи, когда сотрудники, самые нерадивые, пытаются даже создать условия для примирения этих сторон. То есть они могут привести противоположную сторону муж, и при милиции помириться, так что ли? Мол, попробуй помириться, это твой супруг. Такие случаи, к сожалению, тоже бывают, и они приводят только к эскалации насилия. В результате конкретных цифр мы никто не знает. Даже руководство МВД, когда показывает эту статистику, это все дутая статистика, с хорошим уровнем раскрываемости, у них все это будет на бумагах прекрасно. Вот мы проводили опрос в 2015 году еще. Мы опрашивали людей, пострадавших от разных видов преступлений, от обычных самых, независимо от гендерной специфики. 63% пострадавших не идут в милицию. 63% преступлений не фиксируются. Недоверие к системе. Люди почему не идут? Недоверие. Раньше сталкивались с сотрудником милиции, который недостаточно эффективно и доброжелательно с человеком повзаимодействовал. Не верят вообще, что какую-то справедливость можно достичь. Или какое-то дело, у кого-то может быть действительно небольшое дело, то есть там 63% это все преступления, включая там небольшие кражи даже, Но по гендерному насилию этот процент, я уверен, еще выше. Процент тех людей, которые не обращаются,
гораздо выше, чем по обычным преступлениям. Ага. У меня такой вопрос. Вообще у нас в законодательстве достаточно четко прописано, что можно сделать для того, чтобы повлиять на человека, который совершил семейное насилие в отношении женщин, в отношении детей. То есть законодательно это все прописано. Какие вообще инструменты используются для того, чтобы наказать человека? Ну, кроме суда, да, то есть что еще вот, можно использовать женщине или пострадавшей стороне как бы для того, чтобы обезопасить себя? В законодательстве есть такое понятие, как охранный ордер, временный охранный ордер, который выдается пострадавшей стороне, и копия этого документа выдается самому насильнику, который запрещает приближаться, запрещает определенные действия, совершать, в том числе косвенные контакты запрещает. Косвенные это что? Это через родственников, например, или по телефону, или другие способы взаимодействия с пострадавшей стороной. А если человек нарушает условия охранного ордера, то более жесткое наказание следует, и он обязан пройти коррекционную программу. Есть утвержденная типовая коррекционная программа, которую должны пройти все, кто нарушает условия охранного ордера, и это такая коррекция поведения. Эта бумага помогает вот жертвам к этому насилия? Вопросу, если подойти, к сожалению, никто не отслеживает, как эти охранные ордера реализуются, и во многих случаях они не помогают. Но это не означает, что этот инструмент совсем не рабочий, нужно просто наладить эту систему так, чтобы пострадавшая действительно находилась под защитой правоохранительных органов, поскольку она уже обратилась. Охранный ордер действует 3 дня, его можно продлить до 30 дней. И мы как раз предлагали рекомендацию, которая связана с продлением сразу, чтобы органы правоохранительные выдавали на 30 дней или даже больше, потому что 3 дня это слишком малый срок. Ну вот давайте остановимся, попытаемся понять, что это за бумага такая. Тут выдается квиток, да, что такой-то я, Пупкин Вячеслав Иванович, не должен подходить к бабушкиной Анне Николаевне, да, допустим. Что еще в эту бумагу входит? И это сразу вот так вот ходить бумажку ему показывать, как это работает? Это аналог таких судебных запретов на приближение, более мягкая форма, но, к сожалению, она не реализуется так, как должна была быть реализована. Да, то есть это охранный ордер должен защищать пострадавшую от того, что к ней еще раз придут, еще раз совершат насилие. Но правоохранительные органы не контролируют этот процесс. То есть даже если человек нарушает условия охранного ордера, реакции не следует. То есть мы, когда проводили исследования на эту тему, было четко видно, что и сами сотрудники не знают, как работать с этой бумагой. То есть да, они ее выписали. У нас шикарная статистика по выдаче охранных ордеров. Практически каждый случай семейного насилия, который зафиксирован, да, то есть там количество случаев насилия практически соответствует с количеством охранных ордеров. Но реализация этого механизма, она страдает, как и многих других механизмов, которые уже заложены в законодательстве. Ну вот, честно говоря, только в первый раз от вас сейчас услышала о коррекционной программе какой-то. Вот, Тимур, есть какие-то подробности? Что она из себя она представляет? Только начинается, да? Это с какого года она действует? Что в ней, что там людей учат любить других людей? 2021 года, да, получается. Но реализация эта программа, она уперлась, конечно, в финансирование, недостаток специалистов, потому что хорошо мы включили эту норму в закон, приняли даже специальное положение, да, где модули прописаны, какая помощь должна оказываться, или какое воздействие должно психологическое оказываться на ту сторону, да, сторону насильника, как его научить разрешать конфликты через разговор, какие-то очень базовые вещи. Конечно, вот такие вещи, которые они с детства же, многие проявления насилия идут, за счет лишь коррекционной программы не изменится. Была попытка сделана такая в 2021 году, хотя бы базовые навыки какие-то человеку дать, чтобы он мог управлять своей агрессией, да, понимать ценность другого человека, да, вот такие какие-то базовые вещи. Но из-за того, что нет специалистов в стране, нету финансов в стране или очень мало, там, где это получается, мы уже фиксируем случаи, когда в некоторых областях это уже работает более-менее. То есть программа все-таки работает? Она уже началась, да. Фактически она уже началась, но ее запуск немножко затянулся. И получается, просто объем совершающегося насилия она не покрывает, то есть тех людей, конечно, которые... Конечно. Тем более, что надо еще до этого человека дойти, то есть правильно Аня сказала,
Если дело зарегистрировано, взято в производство, есть решение суда о применении семейного насилия, и только потом эта процедура начинается. А сколько дел, сколько женщин страдает от семейного насилия, но правоохранительная система либо не знает, либо знает, но ничего не делает. Ну вот это вот получается, отражается история Асель, о которой мы говорили выше. То есть было решение суда, ее супруг бывший получил пробационный срок, да, потому что 2 детей, мать на его попечении, и в итоге мы имеем, что имеем. А вот даже те дела, которые доходят до судов, очень часто достаточно вносятся по мнению общественности, очень мягкие приговоры в отношении насильников, женщин, даже несовершеннолетних. Очень многие недовольны результатами решения суда. В связи с чем выносятся такие приговоры? Ну, хочется, честно, вот грубо говоря, вот грубым языком, поубивать их за то, что они совершали. Вот мне, как обывателю, как матери, именно такой поступок хочется совершить. Я не представляю, что творится в тех семьях, которые действительно пострадали. Почему суды так поступают? Ну, они не ограничены в действующем законодательстве, с одной стороны. С другой стороны, могу предположить, в голову судей, конечно, тяжело вот как бы залезть. Потому что никогда не был судьей. Но, возможно, есть какие-то взгляды, да, у некоторых людей должностных, что семейные отношения — это семейные отношения. Да? И если у каждого есть, наверное, какая-то своя черта, где, как они считают, дозволительно переходить, а где нельзя переходить. И вот, возможно, у некоторых судей эта черта, ну вот, в принципе, многие проявления насилия для них это, возможно, нормально, да. И поэтому идет это занижение, да, наказание, да. Ну, я думаю, что сейчас вот Динара Ашимовна, депутат, она выступила с обращением о том, что скоро будут рассматриваться изменения законодательства, в том числе, которые будут предусматривать ужесточение наказания по семейному насилию, по другим проявлением гендерного насилия. Но у нас же была гуманизация законодательства уголовного, административного, да? Вот повлияло ли это на то, что выносятся такие мягкие приговоры? У нас был период, если помните, в 2017, кажется, году когда были приняты кодексы, да, и тогда ввели наказание в виде штрафов, притом штрафы были очень большими. Потом от этого отказались. Да, и сейчас у нас общественные работы, да, и в случае, если есть понимание, что семейное насилие может повториться, суд может приговорить человека к аресту. Да. В принципе, вот та ситуация со штрафами, это была гуманизация, да, с одной стороны. С другой стороны, она не привела к тому, что, конечно, количество уменьшилось, наоборот. Более того, вопрос выплаты этого штрафа становился ответственностью не только, то есть это же ноша же не только в отношении насильника, но поскольку он находится в семейных отношениях с женщиной, да, это и ее ноша становится финансовой. То есть они вместе этот выплачивают штраф? Ну, фактически. Конечно, юридически это он оплачивает, но это общий бюджет. И поэтому многие правозащитники и так далее говорили, что надо от штрафа отказаться. Вы поддерживаете такую точку зрения? Безусловно. Мы проводили исследования и видели, как женщины иногда сами выплачивали эти штрафы за своего супруга, да, который совершал насилие. Жалеют, они уже с ним помирились, а штрафы платят? Ну, разные ситуации, конечно, возникают. Но если говорить вот о законодательстве и о частом его изменениях, то вот наши исследования также показывали, что сотрудники на местах часто не информированы. То есть даже если есть возможность арестовать человека, поместить его, удалить его от пострадавшей на какое-то время, сотрудники этим не пользуются, они говорят, у нас же руки, ноги связаны, мы же не можем. Ну как не можете, если у вас есть, в принципе, законные механизмы, установленные в законодательстве? То есть это еще и проблема того, что сотрудники недостаточно подготовлены к работе с такими фактами. То есть они сами еще не знают, какие методы защиты они должны использовать. Да? То есть, а какие они есть? Вот давайте прям попробуем перечислить, вот понять. Ну, пока что в законодательстве я вижу это вот арест, это охранные ордера. Но опять же, да, есть уголовные деяния, которые
предполагают тяжкий вред здоровью, да, и есть деяния, которые предусмотрены в Кодексе о правонарушениях, да. И это разные вещи, которые как бы, разные механизмы могут использоваться. Но арест — это базовая вещь, которая может быть применена сейчас, и охранный ордер, да, тоже. Но нужно расширять способы защиты, и это должно быть приоритетом. То есть, да, регистрируется заявление, но, к сожалению, о самой пострадавшей никто в этот момент не думает. Да? То есть весь фокус идет на совершившего насилие, то есть его там, даже если его арестовывают, то есть какие-то процедуры запускаются, а в отношении пострадавшей никаких мер не предусмотрено в законодательстве. Да? То есть это не тот подход, который ориентирован на пострадавшую. И важно обеспечивать механизмы, которые будут ее, во-первых, обеспечивать ее безопасность, в каких-то моментах даже конфиденциальность, да, информации, чтобы это не утекло дальше за пределы, чтобы она не подвергалась давлению со стороны родственников, которые часто приходят и просят там, забери заявление, напиши встречное заявление там, и так далее. Да. То есть все эти механизмы они пока отсутствуют в законодательстве. Вот очень часто в таких делах, когда мы пишем о таких вещах, да, то происходит вопиющий случай насилия домашнего или семейного, мы начинаем когда отслеживать дело, в итоге заканчивается пшиком. Жертва забирает заявление. То есть она пишет встречное, что не имеет претензий. Вот этот инструмент, он помогает или мешает для решения этого вот вопроса, который касается... Встречка сама, да. Возможность встречного заявления, ну, да. Конечно, это препятствует, да, торжеству правосудия. Если, конечно, в большинстве случаев факт насилия есть, и по каким причинам она может знать, на самом деле много может быть причин, да, потому что если это семейные отношения, это все-таки муж, да, давление родственников, давление сообщества, и не исключаю, что давление некоторых должностных лиц, если сотруднику милиции по какой-то причине выгодно, возможно, даже коррупционно, чтобы это дело было закрыто. Понятно, что вот эта лазейка, она используется для того, чтобы многие серьезные преступления, да, они дошли до правосудия. И в том числе первый случай с изнасилованием, Асель, да, о котором мы все говорим, ведь он тоже был завершен, насколько мы знаем, встречным заявлением. И, опять же, отказаться от самой этой возможности встречного заявления, наверное, неправильно, потому что по многим другим статьям, да, взрослый человек, он несет ответственность за себя. Да? В этом смысле он по другим, по крайней мере, преступлениям должен иметь право это заявление забрать. Да? А если сделать пометку в статье? Это вариант, что кроме насилия, да, насилия в семье или дела о сексуальном насилии, это вариант, да, потому что, учитывая ту ситуацию, в которой женщина находится сейчас, в Кыргызстане, да, это давление, оно присутствует. Это более уязвимая пострадавшая сторона, чем пострадавшая от других преступлений. Да. Это вариант. Второй вариант, о котором мы говорим, окей, право забрать заявление есть, но если будет доказано, что на пострадавшую оказывали давление, угрожали ей, шантажировали, либо причинение ущерба ей, либо ее родным там, детям и так далее, если это будет доказано, это уголовная статья. Вот мы прям вот отдельную диспозицию предлагаем. Если это делает должностное лицо следствия, да, или дознания, то есть сотрудников милиции или прокуратуры, он несет уголовную ответственность вдвойне, да, потому что это отягчающее обстоятельство. К тебе пострадавшая пришла за помощью, а не для того, чтобы ты ее отговаривал эту помощь получать. И вот такие вопросы стоят сейчас, и мы надеемся, поскольку сейчас Динара Ашимова, да, говорит о том, что эти законопроекты будут рассматриваться в скором времени, мы надеемся, что они вернуться и к нашим рекомендациям тоже. Ну вот вы говорите об изменении законодательства. У нас ежегодно разрабатываются, ежегодно, очень часто разрабатываются программы, концепции, законопроекты, связанные с борьбой с семейным, женским насилием, сексуальным насилием и так далее. Очень много вливается донорских средств, работают некоммерческие организации. То есть движение вокруг этой темы происходит, она как бы вот в таком формате не замалчивается, но
Пока, ну, во всяком случае, с точки зрения СМИ, мы не особо видим ее результатов. То есть мы очень часто видим вопиющие случаи насилия, их очень много. На ваш взгляд, и, кстати, именно НКО, такие как вы, всегда предлагаете помощь. На ваш взгляд, какие рекомендации необходимо выполнять государству, властям для того, чтобы наконец-то эта система заработала, и для того, чтобы статистика была реальной и она уменьшалась? Ну, много. Да, давайте, Аня. Анна, вы. Ну, если вот попробовать перечислить, тут на самом деле комплекс может только помочь действий, и не только в сфере правоохранительных органов. Да. Давайте начнем с неправоохранительных органов. Органы местного самоуправления. По закону об охране и защите от семейного насилия они должны заниматься профилактикой и выявлением случаев семейного насилия и помогать милиции разрешать эту ситуацию. Как мы видим, лишь в некоторых сообществах это работает. В большинстве сообществ они не знают, какие меры необходимо предпринимать, и выделение финансирования на профилактику осуществляется по остаточному признаку. А это они должны делать по закону местного самоуправления. Нужно разрабатывать подходы, как они должны работать. То есть они должны понимать, какова их ответственность. Потому что пока речь идет о том, что они должны работать по семейному насилию. Все. А каким образом, какой алгоритм действий, да, как мы будем оценивать то или иное место самоуправления, кто должен оценивать, никто этим еще не занялся. Кроме, конечно, там отдельных НПО, которые работают в этой сфере, да, они разрабатывают инструкции, предложения, но, извините, это не обязательный характер, да, это должно государство начать контролировать и делать, и внедрять. Момент правоохранителей, да. Правоохранители, мы видим, что не знают вообще, как работать с такого рода пострадавшими, и от сексуального насилия в том числе. Они гендерно нечувствительны, они не знают, какие вопросы можно задавать, какие можно не задавать и лучше не задавать, как задать вопрос, да. Они не знают, как оказать ей помощь, потому что если она обратилась к милиции, но ведь ей нужна не только правоохранительная помощь, медицинская помощь, психологическая помощь, да, какая-то моральная поддержка. Но правоохранительные органы не знают и, может быть, и не смогут когда-то узнать даже, как это делать напрямую. Но тогда должна быть система перенаправления. Ну, насколько мне известно, вот Институт омбудсмена при зафиксировании случаев насилия заполняет Стамбульский протокол, да, вот такая специальная документация есть, когда четко прописывается врачи и врачи, да, как бы с медицинской. А могут ли милиционеры заполнять такой документ для того, чтобы как бы унифицировать и для медицинской службы, и для себя как бы вот этот момент? Да, вот должен быть индивидуальный план. Вот у нас есть, извиняюсь, там Иванова, да? Вот она пострадала, у нее есть ущерб здоровью. Что делает по ее случаю милиция, да? Что делает по ее случаю конкретный сотрудник там, ОПСД там, или какие-то службы, которые занимаются, да, социальной защитой? Что должен делать врач? Что должны и могут делать НПО, которые работают в этом сообществе? Есть такие службы, не службы, а советы КПНС, комитеты по предупреждению насилия в семье на местах. Что делают они? То есть давайте сделаем систему, когда каждый человек, пострадавший, будет получать помощь от всех. И должны быть четкие алгоритмы и четкая ответственность каждой стороны, каждой службы. Вот такого пока нет. И есть предположение, что обычный сотрудник милиции по своей природе, да, ему, наверное, сложно, да, озаботиться судьбой человека, да, в основном он заточен на раскрытие преступлений, ну, в хорошем случае. В худшем случае, конечно, есть коррупционные вещи, но в самом идеальном случае, да, для него важно раскрыть преступление. Что и как, чем живет пострадавшая сторона, да, от насилия, ему это не так, к сожалению, интересно. И здесь мы выходим на другую идею, о которой мы тоже говорим, что в каждом подразделении районном милиции должен быть человек, который работает с жертвами, кто знает, как это делать. В каждом ГОМе? В каждом хотя бы РОВД, да. Возможно, не один. И этот человек должен организовать эту работу с пострадавшей стороной. Перенаправление, вовлечение всех служб
и контролировать правильность ведения допроса со стороны там, дознавателя и следователя с пострадавшим, да, чтобы он не выходил за какие-то рамки. Понятно, что у кого-то есть адвокат, то есть у пострадавших тоже есть право на защитника, да, но большинство этим правом воспользоваться не может, учитывая финансовую, да, составляющую. Но пускай этот человек, который не милиционер, гражданское лицо, будет в том числе отслеживать работу сотрудников милиции, может быть, где-то помогать. Потому что мы знаем, что в некоторых странах даже обычный следователь, там, детектив, он не работает с жертвой насилия напрямую. Он не задает даже вопросов ей. Ему готовят, то есть специально есть человек по работе с жертвами, и это он взаимодействует с жертвой. Он знает, как задать вопрос. Но, конечно, он выполняет те поручения, которые детектив ему готовит. Но он знает, как это преподнести, чтобы не травмировать. Может быть, к этому мы еще не готовы прийти, чтобы по каждому делу прям такой буфер был. Но пускай в РОВД будет один человек. Это будет не так дорого. Если мы сделаем хорошую реформу, мы увидим, да, что очень много у нас не туда средств, да, уходит в плане там, центрального аппарата или областных подразделений. Сделайте хорошую такую чистку кадров, да, сделайте оптимизацию кадров, да, найдите средства для того, чтобы хотя бы один человек появился. Желательно это должна быть женщина, желательно, чтобы это был психолог по образованию, либо хотя бы социальный работник. Анна, есть что добавить? Какие еще рекомендации необходимы для властей, чтобы исправить эту ситуацию? Ну, еще есть важная рекомендация, и, по-моему, она уже отражена в законе, который будет предлагать Динара Ашимова. Это оценка рисков. Потому что регистрация каждого, во-первых, нужна регистрация каждого заявления, поступающего по семейному, вообще по любым видам гендерного насилия. И нужно, чтобы сотрудник, принимающий это заявление, оценивал риски продолжения эскалации насилия или каких-то других видов, да, то, что может привести к каким-то последствиям. Да, потому что мы за последние годы видели 3 таких кейса. Это дело Бурулай, это дело Айзады и это Асель, да, вот, которое случилось недавно. Во всех этих случаях оценка рисков при обращении в правоохранительные органы, она помогла бы предотвратить последствия, которые мы имеем. Вот. Но как наладить систему, которая будет очень чувствительна, да, к таким вещам? То есть, если мы сейчас видим, что люди сами не идут в милицию, да, не обращаются по таким фактам, здесь нужно, наверное, информационную работу проводить, здесь нужно, наверное, учить сотрудников правоохранительных органов. Каждое обращение женщины по факту насилия, оно важно, оно принимается, оно регистрируется, ей дают какую-то обратную связь, ее поддерживают. Но это потребует, да, кардинальных реформ и обучения, подготовки сотрудников, которые будут специализироваться на работе с такими пострадавшими. Очень часто мы говорим о реформах, которые пытаются произвести. Где-то удается, где-то оно идет с трудом, со скрипом, где-то не получается вообще. А вообще, насколько сотрудники правоохранительных органов гендерно чувствительны? Тимур, вы сказали, что они совершенно не понимают ситуацию. Как это исправить? То есть как их научить правильно говорить с жертвами, выражать сочувствие, входить в их положение в конце концов? Как это надо делать? Мы не первые же находимся с этой проблемой. Другие страны тоже имели такие же проблемы. В каждой стране. Правоохранители, они, как правило, как я уже говорил, они заточены на раскрытие преступлений, да, найти преступника и вынудить его признаться в преступлении, либо передать материалы в суд, да, то есть это главная цель его, да, и, собственно говоря, поэтому они не обращают, не понимают даже, что делать с пострадавшими, да. И это не только у нас. И здесь первая идея, о которой я говорил, то есть давайте мы поработаем со специалистами, которые будут заниматься этим, психологи, да, которые будут внутри РОВД и помогать. Давайте мы будем проводить обучение. И третий момент — это система оценки. Если сейчас оценивают сотрудника милиции по раскрытию преступлений, это ни о чем. Это, конечно, кому-то важно, да, вот эти палочки собирать и показывать, что 90% у нас раскрывается на бумаге. Да? Но система оценки должна быть немножко другая. В том числе мы должны оценивать сотрудника милиции по тому, как он взаимодействует с пострадавшим.
пострадавшая удовлетворена тем, как с ним работали или с ней работали. Например, был ли сотрудник вежлив, объяснял ли он процессуальные права, информировал ли он о том, каким образом дело шло, да, на какой стадии оно идет. Потому что зачастую вот человек обратился, да, и его уже не информируют о том, что там происходит с делом, да, его или ее в нашем случае. Поэтому здесь система оценки должна быть налажена, и тогда сотрудник будет понимать, если я умею разговаривать с пострадавшей нормально, объяснять и помогать ей, тогда у меня будет положительная оценка. И в следующий раз, когда станет вопрос о продвижении по карьерной лестнице, у меня будет больше шансов. То есть вот я думаю, что вот эти моменты, они могут существенно ситуацию поменять. Но общественное мнение. Вот при всем при этом мы можем сделать очень хорошие законы, вы уже говорили об этом. В принципе, мы нормально плодим государство. Законы, нормы. Зачастую они хорошие на бумаге, но они не реализуются. Общественное мнение здесь очень важно. Если каждый случай, о котором общество знает, будет доводиться нами, общественностью до конца, требовать, говорить, напоминать, требовать наказания, если есть кто-то виноват, да, из должностных лиц, то я думаю, система будет потихонечку меняться. А вот сейчас этот кейс Асель, он ужасный, но мы, наверное, все надеемся, что что-то поменяется, чтобы такое не повторялось. Ну, очень часто мы слышим такие предложения, что будем меняться. Вот это было при кейсе Бурулай, при кейсе Айзады, да? То есть это обсуждалось на самых высоких трибунах, Джугурку Кинеш, там президенты, все это говорили, что это надо исправлять, это надо делать. Но в итоге все это сходит на нет. Особенно был печально известен результат заседаний по делу Айзады, когда обвиняемые получили штраф в 120 тысяч и все. То есть даже их адвокат Нурбек Тактакунов был возмущен таким решением, хотя он прекрасно понимал, что ну вот согласно кодексу это вот так и никак иначе. И вообще общественность достаточно сильно влияет на такие случаи. И политики предлагают не говорить о негативных новостях и не говорить о насилии. Неужели это решение вопроса борьбы с ним? То есть это все наоборот. То есть мы заткнуть тех людей, которые либо потому что они по велению сердца, да, говорят, либо потому что они профессионально занимаются сферой правопорядка, либо юристы, да, они. Это шаг назад. Это значит, вместо того, чтобы решать проблему, выявлять, помогать, профилактировать, улучшать систему, чтобы она была гендерно чувствительной и помогала пострадавшим, идет предложение просто заткнуть рты тем людям, кто говорит о проблеме. То есть понятно, что мы с такими инициативами близко не подойдем к решению проблемы гендерного семейного насилия. И вот здесь, конечно, мы должны продолжать об этом говорить. Только так. Еще у меня такой вопрос, Анна, вот насколько охотно, на ваш взгляд, государство принимает помощь от некоммерческого сектора, от гражданского общества, от СМИ в решении этого вопроса? То есть обычно все, что исходит от нас, но это не то, что критика, хотя и критика тоже, это достаточно много предложений, да, то есть способов, примеры из других стран, удачные кейсы. Насколько это охотно воспринимается? Или это, наоборот, все в штыки, мы сами с усами все знаем, как это делать? Не могу сказать, что это все воспринимается прям так в штыки. То есть заинтересованность, да? Есть определенное сотрудничество между организациями гражданского общества и депутатами, госорганами, да, но, как правило, это сотрудничество такое в рамках каких-то конкретных рекомендаций, но хотелось бы больше системности, потому что даже наша организация — это носители знаний, мы постоянно проводим какие-то исследования, у нас есть доказательная база какая-то, да, мы постоянно выезжаем в регионы, мы видим ситуацию на местах, у нас очень много накопленных рекомендаций, и систематизация этого опыта, и опыта сотрудничества, да, между гражданским обществом и государством, она помогла бы в значительной степени улучшить, да, и законодательство, и правоприменительную практику, потому что
законы — это одно, а их применение — это совершенно другое. Да? И есть, возможно, будет утвержден, да, или уже утвержден, насколько я понимаю, Координационный совет по профилактике правонарушений. Если бы гражданское общество принимало участие в такого рода механизмах на таком уровне, да, то есть это было бы значительным шагом вперед. Да, вы коснулись профилактики. И вот я сужу субъективно, помогает ли профилактика при предотвращении насилия? То есть как можно это предотвратить? То есть разговаривать с человеком, который систематически совершает абьюз, или вот как это происходит? Расскажите, вот у меня в голове не укладывается. Смотря с какой стороны еще подойти. Да, давайте объяснять. Информационная работа — это всегда, скажем так, засеивание зерен в головы людей, которые должны осознать это и принять, и понять, что проблема есть. Да? Если возвращаться к вопросу о том, что нужно ли замалчивать проблему, то мы и так очень многое замалчиваем. Да? Мы замалчиваем большинство фактов домогательств, например, в общественных местах женщинам. Мы замалчиваем преследование навязчивое. Вот, кстати, еще одна рекомендация, да, наша, связанная со сталкингом. Сейчас да, в интернете это особенно ярко выражено. Да. И если не говорить об этом вообще, то мы, собственно, проблему не будем никак подсвечивать и решать ее не будем. И вот один из аспектов профилактики — это информационная работа. Да? С другой стороны, профилактика, она может быть еще и направлена на предотвращение предшествующих насилию каких-то вещей. Да? То есть, например, если на местном уровне мы видим, как работают местные комитеты по охране и защите от семейного насилия, они обращают внимание, например, на уровне школы на поведение детей. И если они замечают какие-то сигналы в поведении ребенка, они, возможно, направят специалиста проверить семью. И если там выявится факт насилия, то, возможно, более тяжких последствий удастся предотвратить, да, потому что вовремя обратились, вовремя посмотрели ситуацию, вовремя приняли меры. Да, с тем же сталкингом, да, с навязчивым преследованием. Если предотвращать на этом этапе, то, возможно, более тяжких последствий не будет. Да, то есть есть разные виды профилактики. Это первичная профилактика, которая для всех, да, то есть это информационная работа для широкого круга населения. Мы говорим о том, что есть такая проблема, как можно себя защитить, какие меры предпринять. Есть профилактика вторичного уровня, направленная на группы риска. Вот, причем работа должна вестись не только с теми, кто потенциально может совершить, но и с теми, кто потенциально может подвергнуться, да, каким-то определенным видам преступлений, да, и в том числе насилию. И есть профилактика уже специальная. Вот, коррекционная программа — это своего рода тоже профилактическая, которая может предотвратить в дальнейшем, да, развитие насилия. Вот, ну, механизмов много, но как это все в нашей реальности реализовать? Очень много, да, информации, да, вот нам пора уже заканчивать. Я думаю, что вот, Тимур, у меня к вам такой вопрос. Вот вы можете вкратце описать действия, какие необходимо совершить человеку, который подвергся насилию, да, вот все, которые перечислила Анна, это и домогательство, и, возможно, физическое, моральное, сексуальное насилие, сталкинг и прочее. Их очень много видов. Какие действия необходимо совершить жертве для того, чтобы восстановить справедливость? Вот прям по пунктам. Самое первое. По пунктам самое первое — это все равно обратиться в правоохранительные органы. Далее. У нас одна система, и придется туда идти. Есть очень много в Кыргызстане кризисных центров и организаций, которые оказывают правовую и иную помощь пострадавшим. Надо обращаться к ним, находить телефоны доверия. Они есть все в интернете, да. И информировать их о том, что это случай, и просить о помощи, не бояться. Есть в некоторых сообществах активные КПНС, комитеты по охране и защите от семейного насилия. Выходить на них можно через органы местного самоуправления, или мэрии, либо районные, да, акимиаты, и просить у них помощи. Да, потому что вот эти КПНС, эта структура сама по себе интересная, потому что она должна быть представлена всеми службами. Это означает, что там будут находиться и представители МСУ, и сотрудник милиции участковый, и ДН, и так далее, и так далее. Через эту службу тоже можно выходить, ну и получать помощь. Вот, например, мы в том числе, это одна из тех организаций, которые в меру своих возможностей оказываем помощь. В каких-то случаях можно обращаться также к нам, для того, чтобы по сложным случаям мы выделяем адвокатов, юристов, чтобы оказывать помощь
пострадавшим. Я знаю, что вот Асель как раз таки ваши юристы предоставляют юридическую помощь. Да. Понятно. Спасибо большое за такую интересную беседу. Я со своей стороны представляющая моих гостей Тимур Шайхутдинов, Анна Зубенко. Это представитель общественного объединения «Гражданский союз за реформы и результат». Самое главное, берегите себя, обращайте внимание на то, что происходит вокруг. Старайтесь предотвратить, не допустить всего насилия в отношении женщин, детей, в отношении людей вообще. Давайте все жить дружно и мирно. Это самый настоящий, это правильное решение для жизни. Я благодарю вас за то, что вы нас смотрели. И помните, что «Кактус Медиа» любит вас.